Доброе утро, дорогая республика! Это «Утро Якутии», с вами я, Дарья Анкехова. Сегодня уже четверг, и, конечно, как всегда, в ближайший час мы будем с вами говорить о самом интересном, о самом таком ярком. И, конечно же, мы желаем вам прекрасного утреннего настроения и хорошего рабочего дня. Ну и, как всегда, в самом начале позвольте проанонсировать, что же ждет нас в течение нашего эфира сегодня. Сегодня вместе с врачом-кардиологом мы поговорим о нашем главном органе – это сердце. Ведь сегодня отмечается Всемирный день сердца. Также познакомим вас с роботом-библиотекарем, который работает на территории нашей республики. Обязательно будут полезные советы о том, как можно выглядеть красиво и стильно. И также мы поговорим сегодня с победителями конкурса «Таланты Якутии» – команда «Не дай огня». И, конечно же, обязательно будут про наши традиционные рубрики «Это моя профессия», «Пусть мама придет» и, конечно же, киноафиша. Поэтому оставайтесь с нами, не переключайтесь. И напоминаем вам о том, что у нас есть активный номер, куда вы можете отправлять ваши сообщения, поздравления, возможно, ваши приветы. У вас на это есть ровно, практически 50 минут, поэтому поторопитесь. Ну а также можете отправлять свои сообщения на наш телеграм-канал. Ну и, как всегда, интересно, а что же у нас за окном? В центральных районах температура воздуха на 6 часов утра была на отметке минус 4 градуса. В Заречной группе 6 градусов ниже 0. В южных районах 3 со знаком минус. В Вилюйской группе минус 2, минус 1. В Нижнеленских 0 градусов. В западных районах до минус 5. В Колымо-Индигирской группе улусов 0 градусов. В Янских районах 6 со знаком минус. На северо-западе до минус 3. В Якутске температура воздуха на 6 часов утра была на отметке минус 2 градуса. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. Ветер западный 3 метра в секунду. Сегодня днем преимущественно без осадков. Ветер западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха ожидается до плюс 3 градусов. Замечательная погода, действительно днем еще она плюсовая, поэтому мы не перестаем советовать вам проводить побольше времени на свежем воздухе. Ну а теперь давайте же узнаем, что же произошло, пока мы с вами спали. Одной из новостей является, с 1 октября автомобилисты могут предъявить электронное водительское удостоверение. Цифровые права можно будет получить через мобильное приложение госуслуги авто. Это будет персональный QR-код, который инспектор ГИБДД проверит с помощью специального устройства. Проект пока реализуется как эксперимент. Необходимые поправки в ПДД еще готовятся. Поэтому, пока нововведения официально не закреплены, инспектор имеет полное право потребовать и обычные права. В России с февраля следующего года проиндексируют материнский капитал, сообщила пресс-служба Минтруда. Уточняется, что индексация пройдет по уровню фактической инфляции. Увеличение мат-капитала заложено в бюджете социального фонда. Такая индексация будет произведена с 1 февраля 2023 года. Размер выплат на первого ребенка составит 589,5 тысяч рублей. Это на 65 тысяч больше, чем в нынешнем году. Мат-капитал на второго ребенка вырастет до 779 тысяч. Московский ЦСКА в овертайме одержал победу над «Спартаком» в матче регулярного сезона континентальной хоккейной лиги со счетом 3-2. Встреча прошла в Москве на стадионе ЦСКА-арена. Историческое событие. Первый в мире электрический самолет «Алиса» поднялся в воздух. Полет «Алисы» войдет в историю, конечно же, как такое очень яркое событие. В сети можно найти множество прототипов электрических летательных аппаратов, но коммерческий самолет существует только один. Движемся далее. В Енисейске кошка пришла в полицию и попросила о помощи. Кошка по имени Муся сбежала из дома. Промокшее под дождем животное, которое сидело в траве возле отдела полиции, обнаружил инспектор ПДД Елена Рыбникова. Она помогла вернуть питомца домой. Осень – это время, когда птицы собираются в большие стаи. Иногда в результате возникает красивое явление, которое называется воздушный танец, при котором стая движется как одно живое существо.
Также его называют мурмурацией, и ученые уже много десятилетий пытаются разгадать его загадку. Давайте же полюбуемся вместе на это чудо. Сегодня во всем мире отмечается День сердца. Сердце не только любит, но и, к сожалению, болит. По данным медицинской статистики, половина всех смертей в мире происходит вследствие болезней, связанных с сердечно-сосудистой системой. Поэтому для властей всех стран первостепенной задачей является профилактика тех самых сердечно-сосудистых заболеваний. В Якутии, введенном в эксплуатацию новом кардиососудистом центре в столице нашей республики, с апреля этого года проведено уже более 400 операций. Каковы же причины сердечных патологий якутян и какие операции могут спасти от инфарктов и инсультов, узнала наша съемочная группа. У пациента имеется стеноз более 70%. Это много? Ну, это уже показания как бы к действию, хирургической коррекции ИБС, поскольку пациент обращается у нас с жалобами, нарушения ритма идут у пациента. Мужчину с жалобами на аритмию доставили из Анабарского района. Во время диагностического исследования врачи тут же решают ставить стенд на месте сужения артерии. Это сразу улучшит качество жизни пациента. А если бы он еще тянул с обращением к врачам, то мог бы развиться инфаркт миокарда. Слаженная команда хирургов оперирует круглосуточно. Пациенты как плановые, так и доставленные бригадами скорой помощи и санавиации идут потоком. Работает ангиохирург с медицинской сестрой. Здесь имеется санитарка, да, которая, когда нужно, она тоже помогает и делает свое дело. Здесь имеются лаборанты, рентген-лаборанты, которые настраивают аппаратуру, постоянно следят за этой аппаратурой и это довольно трудоемкая работа, поэтому здесь один человек никогда не справится. Наравне с опытными кардиохирургами и анестезиологами работают молодые коллеги. И подобные щадящие эндоваскулярные операции с вводом нового центра проводятся ежедневно десятками. То есть если в 2004-м это начиналось от 20 процедур, то в 2019 году мы уже достигли уровня 700 процедур, более 700 процедур. Еще будем наращивать до 1200-1300. Это уже рядовая операция. Да. Пока снимали сюжет, пациенту диагноз хирурги уточнили и на месте сужения благополучно установили стенд. Вот у нас стеноз. И сейчас доктор его под давлением раскроет. Расширится просвет сосуда. Густая кровь не будет застаиваться на этом месте, то есть тромб не будет уже дальше нарастать. Вот имплантирован стенд. Теперь жизнь пациента вне опасности. И, как любят советовать кардиологи, в делах сердечных нельзя упускать драгоценное время и вовремя обращаться к врачам. Здравствуйте. Как самочувствие ваше, молодой человек? Нормально. Я хочу послушать вас, как ваше состояние, самочувствие. Геннадия Корсунского после третьего инфаркта срочно прооперировали. После сложного вмешательства с заменой клапана сердца сейчас успешно восстанавливается. Чувствую себя прекрасно. Вчера проходили курс пробега по коридору. 6 кругов за 6 минут намотал, полкилометра. Вторая молодость пошла. А что планируете в новой жизни? Как что планировать? Внучек воспитать, выучить. Ну и дальше жить, там правнуков ждать. Многие пациенты, как они сами признаются, жалеют, что в свое время невнимательно относились к своему здоровью, питанию и образу жизни. Последние 2 года, как говорят кардиологи, болезни сосудов и сердца участились. Ковид стал причиной сгущения крови у многих, и больных с острыми тромбозами прибавилось. И тем важнее становится профилактика. Большинство операций должны проводиться эндоваскулярно. Это стентирование коронарных артерий, это спасение до инфаркта. Ставить стенты, чтобы инфаркт не произошел. А не так, чтобы человек инфаркт получил после этой операции, это уже там результаты хуже будут. Кардиохирург Петр Захаров не без гордости показывает нам новый операционный зал, оснащенный по последнему слову техники. Ну вот у нас это операционный стол, самый современный. Передает больному любые положения, необходимые для хирурга, да. Так, и самое освещение, тоже самые вот эти лампы, самые современные.
последняя конструкция. И самое главное, вот это видеокамера, да? Видеокамера, которая будет смотреть в рану, да, как процесс операции идет. Этап операции может наблюдать, там у нас есть консультативный центр, директор клиники, генеральный директор. Сегодня в Якутском кардиососудистом центре проводятся почти все виды кардиологических операций, проводимых в мире. Осталось внедрить только такие сложные виды операций, как имплантация аортального клапана и стенграфтов при аневризме аорты. Но и это не за горами. Их, как планируют кардиохирурги, смогут делать уже со следующего года. Туяра Филиппова, Харасхан Бурнашов, Якутск. Сегодня 29 сентября, и, как мы говорили, этот день знаменателен для многих кардиологов, ведь сегодня отмечают Всемирный день сердца. Именно поэтому мы пригласили в студию гостя. Это врач-кардиолог Надежда Макарова. Она является заведующей отделения гериатрической кардиологии. Доброе утро. Здравствуйте, Дарья. Надежда Петровна, конечно же, во-первых, с праздником, да? Какие симптомы вообще говорят о том, что у человека есть проблемы с сердцем? Есть ли какие-то основные? Ну, чаще всего пациент обращается к кардиологу с жалобами на боли в сердце. Боли в сердце вообще, в принципе, их очень много, то есть 300 видов. Но есть один такой вот типичный характер боли, это загрудинная боль. Боль сжимающая, жгучая, она иррадирует в плечо в левое, да, в левую руку, в нижнюю челюсть, может иррадировать в боли в области живота. Также часто жалобы на повышение артериального давления, да, также жалобы на головокружение, на различные боли в голове, головные боли в области затылка, например. То есть и такие бывают, да, симптомы? Да, это да. первые звоночки, когда нужно обратиться именно к врачу? Да, да. То есть к врачу-кардиологу отправляют терапевты или можно сразу напрямую вот с подобными болями обратиться? Если же есть боли в сердце, да, напрямую можно обратиться к Кардиологу. кардиологу в поликлинике, да. Хорошо, мы сейчас уйдем на небольшой новостной блок, а затем вернемся в нашу студию и продолжим говорить о том, как же можно спасти себя, уберечь свое сердце, ну а самое главное, как вовремя отреагировать на те самые первые звоночки. Если у вас есть какие-то вопросы, отправляйте их прямо сейчас на наш номер, и, возможно, наш утренний гость успеет в прямом эфире ответить на эти вопросы. Ну а сейчас передаем слово нашим коллегам из новостного отдела. Ütüәсәдәнән әге сақалы тылынан тақсар сонынлар көріға студияға Алексей Семенов ләлибін. Якутии, и сейчас мы продолжим интересную тему про то самое сердце, любимое и такое важное для каждого человека. И Надежда Петровна до этого рассказала нам про первые симптомы, да, на что нужно обратить внимание. Вообще, в чем причина заболевания сердца? Причины бывают многие есть причины, есть определенные факторы риска. Это же все-таки повышение артериального давления, ожирение, да, курение, вредные привычки и различные заболевания, например, сахарный диабет. Тоже может быть фактором риска таким людям, которые имеют такие вот вредные привычки, сахарный диабет, повышенное артериальное давление, обязательно нужно быть начеку. А молодеет ли сердечный приступ? Потому что вот разные средства массовой информации говорят о разном, да? Статистика, она такая очень сомнительная. Все-таки молодеет или... Молодеет. Инфаркт молодеет, да. 30 лет – это уже врачей, кардиологов не удивишь. То есть инфаркт миокарда и ишемические инсульты, они молодеют, к сожалению. То есть это примерно, если в возрастном промежутке, это который возраст? Там 40-50? С 30 лет. С 30 лет уже, да? Уже, в принципе, мы встречаемся все чаще и чаще. Чаще и чаще. А как же распознать тот самый сердечный приступ? Сердечный приступ
скажем так, если же все-таки это впервые возникшее, да, то я думаю, человек это не пропустит. То есть это будет очень выраженная боль в области сердца, вот, особенно за грудиной, как я говорила в предыдущем, да, вопросах. Она жгучая, как бы распирающая, и будет отдавать в область, в левую руку, в спину. И, в принципе, человек, вот те, которые сразу впервые столкнулись с такими болями, они вызывают скорую медицинскую помощь. А хроническими заболеваниями, которые вот страдают ишемической болезнью сердца, стенокардией, например, напряжении, да, то они обычно при физических нагрузках. То есть человек уже знает, что при физических нагрузках у него возникают стенокардические боли, и он умеет, как бы знает уже, как купировать данные боли. Ну и, соответственно, раз вы уже затронули, да, тему того, что это невозможно не заметить, да, у человека, у кого это происходит впервые, что нужно сделать в первую очередь? Какова та самая первая помощь? Первая помощь. Если все-таки это возникло впервые, самолечением не занимаемся. То есть мы в горизонтальное положение ложимся и вызываем скорую медицинскую помощь. Если же все-таки это как бы хроническое заболевание, они уже в основном все инструктированы своими лечащими врачами. Прием нитроглицерина в разных формах, да. И если же это повышение артериального давления, то снижение артериального давления. Да, то есть в любом случае первое, это, конечно же, обратиться в скорую медицинскую обязательно. Вот, или в скорую медицинскую помощь, или же в свое медицинское учреждение, куда прикреплено. Ну, а вообще, как выглядит идеальная аптечка сердечника, да? Вот как вы уже затронули тему, те, кто страдают подобными заболеваниями, у них всегда есть вот форс-мажорная аптечка. Как в идеале она должна выглядеть? Да, у тех пациентов, у которых есть хроническое сердечно-сосудистое заболевание, они уже инструктированы, как я сказала ранее, да, у них есть у всех препараты для скорой медицинской помощи и препараты, которые они принимают постоянно и регулярно, систематически. Нужно вот у пожилых людей, например, в основном это страдают пожилые люди, конечно, да, нужно, чтобы родственники следили за этой аптечкой, не только сам пожилой, потому что мы знаем, что регулярно происходит смена постоянных препаратов, гипотензинов и так далее. Нужно, если произошла смена, нужно старые сразу убирать. То есть аптечка должна быть заполнена только нужными препаратами, которыми он в настоящее время использует. Также препараты скорой медицинской, скорой помощи. То есть это гипотензивный препарат, тот же каптоприл, нифедипин, или же нитраты, я как говорила, в той форме, в которой ему удобно пользоваться, в таблетированной или же в спреях. Вот. А если говорить о профилактике, да, сердечных заболеваний, чего категорически не терпит сердце, или же что лучше для него было бы, наоборот? Сердце, конечно же, не терпит это ожирение, можно сказать. Ожирение. Да, человек, в основном в ожирении человек, как сказать, забит плохим жиром, то есть, который отлаживается в сосудах и вызывает заболевание такое, как атеросклероз, который может впоследствии вызвать какие-то сердечно-сосудистые катастрофы, не дай боже, как бы летальные исходы. Да? Поэтому нужно бороться с лишним весом. Это в первую очередь. Также с вредными привычками. Курение — это не только активное, но и пассивное. То есть пассивные, они тоже, как говорится, подвержены атакам, да, никотина на сосуды, прямые даже атаки, можно сказать. То есть отказываемся от вредных привычек? Да, это надо все-таки заранее, если вы знаете, что, также наследственность. Наследственность тоже это такой фактор, один из главных, да, поэтому если мы знаем, что у нас бабушки, дедушки, мамы, папы болеют гипертонической болезнью, нужно заранее, с детства, можно быть, сказать, ребенка приучать к правильному питанию, здоровому образу жизни и, конечно же, умеренной физической нагрузки. Нельзя, сейчас очень популярны вот эти фитнесы и так далее, фитнес-нагрузки, нужно все-таки заниматься более с инструкторами. Да? Без фанатизма. Без фанатизма, без каких-то статико-динамических нагрузок, чисто кардионагрузки. А что хорошо было бы делать всем, неважно,
какого возраста, неважно, есть ли Ежедневная предрасположенность. 30-минутная быстрая ходьба. Ходьба. Да, ходьба. Ходьба – это лучшая профилактика Да. сердечно-сосудистой. И бесплатная. И бесплатная. Спасибо большое, Надежда Петровна. Мы благодарим вас за вашу работу и, конечно, желаем вам всего самого наилучшего. И, конечно, напоминаем вам о том, что сегодня Всемирный день сердца, поэтому, я думаю, вы со своими коллегами замечательно посидите сегодня, попьете чай, да, и отметите вот такой, ну, пускай не главный праздник в вашей, да, работе, но такой замечательный повод. Спасибо. Ну а далее передаем слово нашим коллегам из новостного отдела. Доброе утро, коллеги. Доброе утро, Якутия. Вы смотрите новости. Система оформления воздушных перевозок будет использовать только российское программное обеспечение. Это необходимо, чтобы избежать сбоев в воздушных перевозках, которые могут возникнуть, если зарубежные информационные системы запретят использовать в России. Отмечается, что ведущие российские авиакомпании должны будут интегрировать свои системы бронирования авиабилетов уже к концу октября этого года. Тем временем правительство России окажет господдержку предприятиям, которые полностью откажутся от используемого иностранного программного обеспечения в пользу отечественного. Об этом сообщил премьер России Михаил Мишустин в ходе стратегической сессии об импортозамещении программного обеспечения в секторах транспорта, сельского хозяйства, торговли, связи и металлургии. При этом планируемый объем собственных инвестиций со стороны компаний превышает 90 миллиардов рублей. Глава Кабмина рассказал, что правительство готово компенсировать заказчикам большую часть, до 80% средств, нужных на доработку ядра продукта под их требования. На такие цели будут выделяться специальные гранты. С 26 августа в Якутске работает пункт сбора дополнительного обмундирования для мобилизованных граждан республики. Работа проводится в рамках сотрудничества Общественной палаты и штаба добровольцев Якутии. На сегодняшний день мобилизованным необходимы теплые вещи, спальные мешки, продуктовые и медицинские наборы. При этом в скором времени пункт планирует сборку индивидуальных рюкзаков, в которых будет иметься все необходимое. Кроме того, организована помощь семьям мобилизованных. Так, по сообщению представителей пункта, сегодня в Общественной палате работают юристы и психологи. За материальной помощью семьи могут обратиться в пункт сбора. Мы тут находимся с 10 часов утра до 6 вечера. У нас волонтеры очень активные граждане. Нам нужна для наших мобилизованных теплая одежда. Это фрисовые костюмы, это спальные мешки, это коврики, пенные коврики. Нужны шапки, теплые носки, стельки. Сегодня уже нужно организовать аптечку для наших солдат. Там не выдают, оказывается, нету аптечек. Для этого нам нужно сейчас футляры уже откуда-то найти или самим шить. За год и 4 месяца на якутских лошадях пройдено более 11 тысяч километров. Пересечено 17 регионов страны. Об экстремальном конном переходе от полюса холода до Белокаменной и выносливости якутских лошадей рассказали в фотоработах. Выставка открылась в Московском доме национальностей и посвящена 390-летию вхождения Якутии в состав российского государства и столетию якутской автономии. Всего в экспозиции представлено 30 фотографий. Расставленные по хронологии, они рассказывают о путешествии якутских коневодов Дугуйдана Винокурова, его зятя Мичила Неустроева, а также 9-летнего сына Дархана Винокурова. На протяжении всего пути коневодов встречали местные жители. Их гостеприимство, теплые объятия встреч также запечатлены на фото. Написано было на фотографии, что самый вкусный корм для коней – это зеленая трава в Тюменской области. Это край болот, край лесов. Здесь много воды, здесь много живности, здесь трудолюбивые люди. И, оказывается, и трава тоже вкусная. Это уникальный переход, он первый, подобных переходов не было. И я знаю, что ранее, еще в 19 веке, в позапрошлом веке, был переход, конный переход из Якутии. Он завершился в Санкт-Петербурге, тогда в столице Российской империи. Поэтому вот тот переход, о котором мы сейчас говорим, который завершился в Москве, это уникальный, не имеющий в своей истории аналогов. Сегодня 29 сентября, и в этот день отмечают Национальный день кофе. Поздравляем всех любителей этого напитка. Думаю, многие из наших телезрителей сейчас сидят за чашечкой бодрящего кофе. А чем же еще этот день узнаваем мы прямо сейчас.
На календаре 29 сентября. Сегодня отмечают День отоларинголога, Всемирный день сердца, День кофе, День женского здоровья и фитнеса, День рождения рок-группы «Чайф». По народному календарю в эту дату чтут память святой Ефимии Всехвальной. На Руси в этот праздник ловили птиц и гадали по их косточкам, какой будет зима. Считалось, что чем больше жира наросло на костях глухаря или дикой утки, тем суровее будет зима. Также в этот день, если слышен гром, то зима пройдет без снега. События в этот день. В Петербурге торжественно открыто регулярное трамвайное движение в 1907 году. Начало продолжительного полета дирижабля СССР В-6, который длился 130 часов 27 минут. Был открыт 12-й спутник Юпитера. Состоялся первый полет самолета Ан-74. Советский астроном Людмила Карачкина в этот день открыла первый астероид, которым были присвоены имена Раневская и Остап Бендер. В этот день родились Якопо Тинторетто, итальянский живописец, Горацио Нельсон, английский флотоводец, вице-адмирал, Кондратий Рылеев, русский поэт, декабрист, Николай Островский, советский писатель, автор романа «Как закалялась сталь», Алла Демидова, советская и российская актриса театра и кино, педагог, народная артистка РСФСР. Именины сегодня отмечают Сергей, Иосиф, Григорий, Виктор, Алексей, Людмила. Отличная новость для тех, кто только собирается в отпуск. Авиабилеты из России в Арабские Эмираты и Турцию стремительно дешевеют. Российским туристам не стоит переживать о стоимости билетов на популярные курортные направления. Их цена постепенно снижается. Если еще недавно билеты стоили 100 тысяч рублей в одну сторону, а некоторые перевозчики и вовсе задирали цены до небес, то теперь ситуация изменилась. Впрочем, на сентябрь дешевые вылеты найти пока не удастся. Конечно, билетов за пару тысяч рублей не найти ни по одному из направлений, но все же стоимость больше не заставляет хвататься за сердце. Однако все же следует мониторить обстановку, если хотите улететь подешевле. Как сообщили в Ассоциации туроператоров России, на октябрь тарифы в Стамбул и Дубай, а также страны СНГ пришли в норму. С 15 октября из Москвы в Турцию можно улететь за 33 тысячи рублей, а в Арабские Эмираты за 72 тысячи. При этом вполне вероятно, что цены продолжат снижаться. Продолжая тему путешествий, Таиланд с 1 октября снимает все ковидные ограничения на въезд. Об этом сообщили в Республиканском союзе туристических организаций. Напомним, что до недавнего времени, чтобы посетить королевство, нужно было зарегистрироваться на онлайн-платформе Таиланд Пас. Там путешественник загружал копию загранпаспорта, сертификат вакцинации, медицинскую страховку с минимальным покрытием 10 тысяч долларов. И, конечно же, требовалась виза. Это требование было отменено с 1 июля. Между тем, для въезда туристы были обязаны предъявить сертификат вакцинации или результат экспресс-теста на антиген. Если этих документов не было, посетить Таиланд можно было, сдав экспресс-тест на ковид по прибытии. Объявляется посадка на автобус по маршруту. Эту фразу многие из нас хотя бы раз в жизни дослышали. Инна Владимировна Лисанги – это голос автовокзала города Якутска. Мало кто ее видит, зато слышали все. Сегодня мы вас познакомим с ее интересной профессией. От стойки номер 3 начинается посадка по маршруту 109 Якутск-Жатай-Захаровка. Для Инны Исанги автовокзал Якутска – неизменное место ее работы последние 10 лет. Рабочий день начинается в 6 часов утра, заканчивается в 9 вечера. Но без вереницы событий и этого режима Инна Владимировна жизни уже не представляет. Я очень люблю вообще работу. Никогда не жалела о том, что я в транспорте. Работа диспетчера, она как бы вот с первого взгляда кажется, ну что там. У нас очень много поступает звонков, очень много, особенно в праздничные дни, в зимние дни. Мы должны как-то понимать, мы понимаем людей, которые, вот сломался автобус, вот стоят на улице, и они, понимаете, с таким негативом, как будто это все надо принять на себя, объяснить человеку. Нужно терпение, терпение и терпение.
Работают диспетчеры посменно. Витать в мечтах не приходится. Профессия требует выполнения сразу нескольких функций. Но основная – общение непосредственно с пассажирами. Работа у нас очень интересная. Это работа с людьми всегда. Надо выдержанность такую иметь и терпение вот на этой работе. Это любой диспетчер, наверное. Что коснись, там диспетчер и на скорой помощи. Вообще работа диспетчера, она как бы тяжелая, но интересная. Диспетчер принимает десятки телефонных звонков в день, проходит через сотни пассажиров. Каждому нужно найти индивидуальный подход. Научиться этому – дело времени. Стаж в транспортной сфере Инны Владимировны – 25 лет. Годы работы выработали в характере самые ответственные качества. Я просыпаюсь. Иногда бывает. Сама себе установила время 4:30. Все. И с чего начинается ваше утро? С душа, естественно. Потом завтракать уже не приходится, надо быстрее собрать как-то с собой на работу. Тяжело, конечно, 15 часов очень тяжело отсидеть. У нас 2 перерыва. Ну что, справляемся. От работы диспетчера зависит многое. Оперативное информирование пассажиров свойственно только им. Желаем никогда не терять оптимизма, а со стороны нас, пассажиров, ответной вежливости и понимания. Какая же интересная и важная профессия. А мы бы хотели рассказать и еще об одном необычном специалисте. В селе Соскалах Анабарского улуса появился робот-библиотекарь российской компании AirBot. В функции робота входит консультация посетителей, выдача справки или поиск новой литературы. Робот может выступать на мероприятиях как ведущий или просто общаться с живым человеком на самые разнообразные темы. Управление роботом осуществляется с помощью ноутбука через чат-окно. Если напечатать фразу, он ее с легкостью произнесет. Если забить готовые шаблоны, он будет самостоятельно произносить их в произвольном порядке. Необычный сотрудник появился благодаря национальному проекту «Культура». Команда «Не дай огня» стали победителем талантов Якутии 2022 года. Ребята получили образовательный грант главы республики и будут рекомендованы на включение в республиканский резерв кадров. Сегодня 2 представителей команды «Не дай огня» в нашей студии. Это Ксения Устинова и Максим Варламов. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Мы знаем, что вас было намного больше. Ваша команда не состоит из 2 человек. Расскажите немножечко про именно ваш такой интересный проект и как набирали вот тех самых участников. Наш проект представляет 10 человек. Получается, наш командир, наш капитан – это Унарова Туяра. Все мы люди из разных профессий и собрались, получается, благодаря этому конкурсу таланта Якутии. Наш проект представляет собой проект «Не дай огня», посвященный борьбе с лесными пожарами на территории республики. На эту идею нас натолкнул рост лесных пожаров с 2018 года. И своей целью мы поставили снижение количества лесных пожаров по вине человека на 70%, консолидация добровольческих объединений и органов власти, повышение уровня знаний населения различных групп при действиях ЧС и первой помощи. Максим, как долго вы готовились, да, и какую работу провели для именно поддержания и создания вот своей такой идеи? Мы проект реализовывали в течение 1 года. Мы провели достаточно большую работу, больше, чем планировалось. Мы устраивали различные выезды. Мы ездили на велокатке. Это когда мы собираемся с ребятами, с населением республики, на велосипедах поднимаемся на гору и там рассказываем о здоровом образе жизни, а также о правильном поведении в лесу. Мы поднимались на охраняемую территорию, где люди отдыхают. А также, помимо этого, мы провели первый республиканский слет добровольцев по тушению пожаров. Также мы сделали видеокурсы. Отлично. То есть очень такая обширная программа, да? Да. Ну, итогом этого проекта стала та самая победа и получение грантов, да? Далее какая работа будет производиться?
Мы планируем коллаборацию с детской подростковой аудиторией. Это кванториум. Будут создаваться, уже проведен опрос, в каком формате это будет проходить. Дети будут сами выбирать, это будет либо видеокурсы, либо какая-то виртуальная игра. Мы работаем, получается, в этом направлении. Также мы планируем продвижение своих видеокурсов и размещение уже на 4-й платформе. Это мониторинг лесных пожаров Сильван. Интересно тогда вопрос. Вы уже сказали, что вы совершенно из разных сфер деятельности, да? Просто вас объединила вот та самая идея, да, как-то профилактику провести, да, среди подросткового населения. Кем вы работаете, да, и вообще, как вы лично столкнулись с темой лесных пожаров? Максим, Хорошо. Я сам учусь на медика. То есть медик вы? Да, я медик. И за последние годы республика находилась в дыму. Как мы знаем, то, что дым плохо влияет неблагоприятно влияет на здоровье. И мы решили помочь населению, как справиться с такой проблемой. Вот с медицинской точки зрения мы также организовали бесплатные медосмотры, где население республики могло пройти бесплатно. И мы также сотрудничаем с волонтерами-медиками, я тоже являюсь волонтером-медиком, и вместе с ними мы рассказывали о здоровом образе жизни. Все, с Максимом понятно, то есть он именно с точки зрения здоровья рассуждает человека, да? А что касаемо вас? Я среднестатистический житель. Мне, конечно, хочется, чтобы моя республика была... я еще и мать 2 детей, и мне хочется, чтобы осталось какое-то наследие для будущего вот в таком плане. То есть вы так больше как общественник, как мама, да? Да, да. Хорошо, ребят, проект защищен, грант получен, планы есть ближайшие, да? Желаете ли вы еще какой-то проект реализовать, или все-таки вы хотите доработать и работать вот именно по своему проекту «Не дай огня»? У нас очень много планов, конечно, мы не собираемся останавливаться на достигнутом, планируем открыть уже зарегистрироваться как некоммерческое предприятие. И, как я уже сказала, мы будем работать уже более с детской аудиторией, потому что это все же наше будущее, и им двигать, да. То есть, к вам можно еще как-то с вами работать? Может быть, кто-то из наших телезрителей сейчас захочет вступить в ваши ряды и быть таким же тоже полезным общественным Да, можно. Единицей. С нами можно сотрудничать, мы открыты к любым предложениям. У нас есть группа ВКонтакте «Не дай огня». И там может вступить каждый и следить за последними новостями, а также написать нам о своих идеях и предложениях. Да, также я хотела добавить, что конкурс «Сам талант Якутии», он был масштабный конкурс и прошел на высшем уровне. Хотелось бы поблагодарить Министерство молодежи и Высшую школу инновационного менеджмента за организацию такого прекрасного конкурса. Это был год, наполненный... это был конкурс, где именно сам процесс был важнее самой цели. Спасибо большое, ребята. Мы желаем вам удачи и побольше бы таких активных и таких целеустремленных жителей нашей республики, которые реально работают и трудятся во благо нашей республики. Спасибо вам. Спасибо. Как затронули уже тему наши гости, что дети действительно это наше будущее. А мы продолжаем знакомить вас с детьми, которым нужна семья. И спешим сообщить, что 3 сестренки, которых мы показали в одной из наших сюжетов, совсем недавно обрели свою семью. Мы обязательно съездим к ним в гости и узнаем, как им живется на новом месте. А пока, мы сейчас хотели бы познакомить вас с маленьким Левой, который также ждет свою маму и папу. Привет, скажи, Лева. Привет. Льву 2 и 4 месяца, но мы ласково его все называем Левушкой. Левушка очень добрый, спокойный, улыбчивый мальчик. Лева самостоятельно ходит, научился самостоятельно подниматься и спускаться по лесенке. Самостоятельно кушает очень аккуратно. Аппетит у Левы хороший. Он все съедает и с удовольствием пьет соки. Мальчик любит посещать новые места, с интересом изучая все вокруг.
Лёва нуждается в особом уходе и заботе и очень ждет свою семью. Тем временем мой коллега Иван Лазаренко уже готов рассказать о самых последних новостях в нашей республике. Коллеги, доброе утро. Доброе утро, Якутия. Вы смотрите новости. Анёрский наследник Усть-Алданского улуса активно участвует в программе поддержки местных инициатив. В данной программе с 2018 года были реализованы такие проекты, как скоростной интернет, летний водопровод и спортивная площадка. Например, высокоскоростной интернет стал очень полезен в самое тяжелое время при эпидемии коронавируса для дистанционной учебы и работы. В этом году население собралось для того, чтобы выбрать один актуальный проект из нескольких путем голосования и анкетирования. Сегодня мы собрались на собрание, чтобы принять решение, по какому конкретно проекту будем участвовать в следующем году. Там ряд проектов, например, освещение, уличное освещение, обустройство свалки и строительство сквера. Работы по строительству Нюрбинского государственного передвижного драматического театра успешно завершены. На данный момент готовность составляет более 95%. Остались мелкие работы и дополнения. Тепло в театре было запущено в конце марта. С середины мая началась чистовая отделка. Строительство идет за счет республиканской инвестиционной компании. Первая свая была вбита в 2019 году. Зал рассчитан на 250 мест. Театр распахнет свои двери зрителям в середине октября. Память ветеранов Великой Отечественной войны почтили жители Сайсарского округа. Там, благодаря программе поддержки гражданских инициатив на территории ДСК «Заря и Победа», был построен сквер памяти основателей кооператива ветеранов войны. По словам руководителя инициативной группы, идея создания сквера пришла жителям округа в 2019 году. И с тех пор активисты проводили работу по поиску и восстановлению всех имен первых жителей кооперативов. Всего на мемориальных досках имена порядка 160 человек. Стоит отметить, что на сегодняшний день это единственный проект программы поддержки гражданских инициатив, реализованный в Сайсарском округе. Однако, по словам местных жителей, это станет лишь первым этапом. В нашей инициативной группе несколько учителей, педагоги, которые имеют очень хороший опыт работы с молодежью, с детьми. И мы планируем разработать методические разработки для школ города Якутска по проведению классных часов, разговоров о важном, венерочных занятий, проектной деятельности о родном крае и о ветеранах войны, посвященных Дню Победы и другим памятным датам Отечественной войны. В преддверии Международного дня пожилого человека и в честь годовщины отделения сестринского ухода Республиканской клинической больницы номер 3 общественная организация «Долго жить» запускает благотворительную акцию «Солнечный круг». В рамках акции приглашаются волонтеры, благотворители, которые желают поддержать людей старшего возраста. Общественная организация помогает свыше 300 семьям, где есть тяжелобольной человек, нуждающийся в домашнем уходе. Так, первыми участниками акции стали воспитанники детской школы изобразительных искусств. Они делают изображения на стекле в технике витраж. Впоследствии яркие картины будут украшать отделение паллиативной медицины. Для отделения сестринского ухода сделали витражи, которые подарят настроение нашим пациентам старшего возраста. И также мастера художественной школы, они проведут мастер-классы для родственников, которые ухаживают на дому за своими тяжело больными близкими. К этому часу пока вся информация. Я с вами прощаюсь и отличного дня. Я напоминаю, что сегодня 29 сентября, день недели, четверг. А значит, в кинотеатрах России день премьер. Что же нам готовит последняя неделя сентября, расскажет Катерина Винокурова.
Доброе утро! Французская фантастика, фильм ужасов и якутская комедия ждут нас уже сегодня в кинотеатре «Лена». Европейский кинопром презентует фантастико-приключенческую драму «Эра выживания». В оригинале она называется «Веспер» по имени главной героини. В будущем, несмотря на большой скачок в развитии технологий, людям приходится ежедневно бороться за свои жизни, потому как природа тоже эволюционировала и теперь мстит человечеству. Ответственная задача по восстановлению баланса в мире и спасению людей лежит на плечах 13-летней девочки. Веспер, ты можешь изменить все. Эра выживания. Звезда семейки Адамс Кристина Ричи сыграла в новом фильме ужасов под названием «Чудовище». По сюжету действие происходит в 50-е годы. Сбежав от насильника мужа, молодая мать Лора переезжает с 7-летним сыном. По приезду мальчику начинают казаться, что ночью из местного водоема вылезает чудовище. Лора не верит сыну, пока сама не сталкивается с ужасом лицом к лицу. Коди, нет! Коди. Кинокомедию романа Дорофеева «Зина и Леха. Операция «Хвост и вымя» также можно посмотреть уже сегодня. Два друга, Леха и Кеша, работающих в администрации наслега Арылах, поддаются уговору незнакомой женщины Зинаиды Михайловны обманным путем присвоить бюджетные деньги. Она убеждает их, что ничего преступного они не совершают, придумывает им схему выигрыша гранта для фиктивной деревенской скотоводческой фермы и впадает в кому. На удивление ребят схема начинает работать, и вот уже перед их глазами маячат миллионы рублей. Тогда им приходит идея, что надо выдать себя за эту женщину. Но тут неожиданно к ним приезжает проверяющий из министерства Степан Ильич и влюбляется в Зинаиду Михайловну. Тандем Зина и Леха широко известен якутскому зрителю. Их вайны находят положительный отклик у якутян. Каждый видит в них, если не себя, то своих знакомых. Ну а на этом у меня все. Желаю вам отличного настроения и приятного просмотра. Замечательная киноафиша, я думаю, будет повод для многих из наших телезрителей посетить в эти выходные кинотеатр. Ну а тем временем погода за окном, конечно, нас радует плюсовой, да, температурой в течение дня. Ну, конечно, такая, знаете, внезапный ветер или внезапный мокрый снег, конечно, иногда нас так ставит в некое состояние растерянности. Ну а мы, дамы, в этот момент, конечно же, можем спасти себя интересным палантином, платком, либо шарфом. Но не всегда ты знаешь, как правильно его можно зафиксировать, чтобы можно было выглядеть и эффектно, и в то же время, чтобы это могло бы спасти нас от того самого ветра. Я решила разобраться в нескольких способах. Давайте посмотрим, что из этого вышло. Платок с давних пор стал неотъемлемой частью женского гардероба. Эта легкая, удобная и милая вещь в умелых руках превращается в прекрасный аксессуар. А в осенний период платок может служить не просто объектом красоты, но и согревать вас как на улице, так и в помещении. Так как же завязать платок, чтобы и образ дополнила яркая деталь, и душу грела? Способ первый. Самый простой и незамысловатый, особенно при ветреной погоде. Платок складываем по диагонали, укладываем на плечи и завязываем уголки.
Далее делаем небольшое кольцо и запрокидываем его за голову, расправляя при этом платок. Такой вариант подойдет на все случаи жизни. Ну а если вдруг станет прохладно и ветрено, легкими движениями рук можно сделать прекрасный капюшон. В этом случае вам не страшны никакие капризы погоды, а платок, пусть даже и шелковый, точно останется у вас на голове. Для любителей объемных шарфов, палантинов и платков этот вариант будет особенно интересен. Все очень просто. Берем наш платок и одну часть собираем веером или гармошкой. Вторую часть платка закидываем за спину и выводим на плечо. Вот здесь нужно проявить небольшую сноровку. Берем кончик и делаем из него небольшую петельку, в которую затем пропускаем нашу гармошку. Подтянули за кончик нашей петельки, и платок уже туго зафиксирован. А вот тут небольшое чудо. Объемный цветок обязательно распустится у вас на плече. Иногда и в помещениях бывает прохладно. И здесь на помощь вам придет все тот же большой платок. Предлагаем быстро и легко сделать кардиган. Расправленный платок закидываем за плечи. Лицевые края немного подворачиваем. Тут вам на помощь придут резинки для волос либо для денег. Берем кончик платка и соединяем его с нижней кромкой, чуть повыше уголка. Лучше завязать узел во внутреннюю сторону. Такие же манипуляции необходимо проделать и со второй частью. Каких-то несколько секунд, и ваш кардиган готов. Способ 4. Платок складываем по диагонали, забрасываем за плечи, продеваем кончики платка в центральное отверстие. Затем легкими движениями делаем петельку на одной стороне, обвязав один кончик вокруг основания. И продеваем параллельный кончик нашего платка в ту самую петельку, а далее завязываем. Получается очень красивый и интересный образ. Просто и гармонично. Вот такой эксперимент был. И я не знаю, конечно, получится ли у меня это сделать без того самого гида, но я думаю, что, возможно, кто-то из вас попробует хотя бы раз, и вот это все-таки пригодится вам. Тем временем Якутия все чаще становится первопроходцем в области отечественного производства. Так, компания Саха Кемпер планирует запустить в производство зимнюю модель домика на колесах. Наш корреспондент Сарглана Неустроева побывала на производстве. Идея создания своего производства домиков на колесах пришла к Маркелю Буртахову еще в студенчестве. Именно тогда Маркель загорелся романтикой кемпинга и походов в надежде развить данную отрасль туризма по всей республике. Начали мы производство 2019 года. В городе Якутске в технопарке создаем дома на колесах, называемые кемперы, каплевидной формы, класса мини. Это самая маленькая модель якутского кемпера. Однако, несмотря на небольшие размеры, данный прицеп достаточно функционален. Здесь имеется небольшая спальня со шкафчиками, холодильник и даже кухня. При этом, по словам производителей, что немаловажно, данный прицеп был проверен якутским бездорожьем и проехал уже порядка 8000 километров. Впереди у компании множество планов. Один из них – начало производства зимних кемперов. Это будет единственный в своем роде уникальный домик на колесах. При этом будущему развитию компанию не помешают даже санкции. У нас производство основано на сырьевом, и мы в 95% делаем все сами. Ничего не покупаем, мы лишь покупаем только мелкие вещи, которые саморезы, болты, гайки. И основное производство все делаем сами. Сегодня компания является единственным производителем кемперов на Дальнем Востоке. По России же таких производств всего около 5. Наш же отечественный продукт, как уверяют представители компании, может потягаться с ними не только в цене, но и по функционалу и надежности. В конце концов, каждая модель домика на колесах проходит тест-драйв по Якутии. Сарглана Неустроева, Георгий Григорьев, Якутск.
Мы очень ждем, что совсем скоро на улицах нашего города мы уже увидим вот такие интересные автомобили. Ну и, конечно, мы надеемся, что туризм будет, люди, то есть туристы будут приезжать к нам как можно больше, потому что есть возможность вот так вот с помощью такого ноу-хау отдохнуть у нас на территории Якутии. А тем временем на территории Якутии погода осенняя нас радует. Давайте напомним вам об этом. В районах температура воздуха на 6 часов утра была на отметке минус 4 градуса. В Заречной группе до 0. В южных районах 3 градуса ниже 0. В Вилюйской группе минус 2, минус 1, в Нижнеленских 0. В западных районах до минус 5, в Колыман-Дигирской группе Лусов 5, ниже 0. В Янских районах 6, на северо-западе минус 3. В Якутске температура воздуха на 6 часов утра была на отметке минус 2 градуса. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. Ветер западный 3 метра в секунду. Сегодня днем без существенных осадков. Ветер западный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха ожидается до плюс 3 градусов. Вот таким был этот эфир четверга. Мы напоминаем, что завтра пятница, и мы вновь будем встречать утро на телеканале Якутия-24 и НВК Саха. Как всегда, самые последние новости, интересные гости и полезная информация. Все это будет уже завтра в 7:00. Мы ждем вас на телеканале Якутия-24 и НВК Саха. До новых встреч, увидимся. Всего вам самого наилучшего. А самое главное, доброго утра.